Эти башни пережили многое. Вражеские атаки, нападения, удары стихии. Но ударов в спину пережить не смогли. Вопиющий случай вандализма. Неизвестные разрушили ряд уникальных средневековых башенных комплексов недалеко от сельского поселения Бейни. Здесь еще неделю назад была арка из камней. И вот что сейчас осталось. Макшарип Мурзабеков один из тех, кто жил в этой башне до 70-х годов. Тогда ему было около 40. Это монументальное сооружение, достояние их тейпа, всей семьи, да и Ингушетии в целом. По сей день помнит, как все было обустроено. Старейшина пришел в ужас, узнав, что сотворили с его домом вандалы. Uğdur kır bakır vasak dehdiyalı oljuvat, galay kamır sagvat, yahyolu sagvat, konakvat sagvat yadim som, sagbo sagu dedat. Uğdur kır bakır sagu, kaç doğudu yeri tadı. Zaten az oku. Yerim o yorjameti bir tavuk kır bak, yerim hatta yejlasme, yer deyb oluşmeyi. Yer haykalıçı, sagu iliye, şiş sagval vesam sali. Sagu iliyes, şikar sıkar soğuk yersun düşen, sık şiş dagvali, tomudar hadedat. Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя 8 жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Из них 4 Мурзабековых, 3 Шаухаловых и 1 Келиговых. Камни от арочных проемов грабители выбирали не просто так. Если их вытащить, то башня в скором времени может разрушиться. О том, что все это спланированная операция, представители тейпов не сомневаются, поскольку вандалы оставили и следы незавершенной работы. Сангер хириды ханцваждичи, я санг улж бокиры, угловой кир, бокабы, спрямоугольный, специально кешнич дехкатыш. Еги абулж бокиры, абылы сайдиниди салая халдат. Но игр халадыр ханц якириды ешириш. Я ода пиктограммы же знакыш латчижды е ханц кири, ода бац, но вуж дiyonu dagalı balgudu şu an знакыш латчиж кири долг. Yer han şu balgo ya okuz açısı diye goşoni motik. Hazanı ya hamuk yakka, dar ist hamuk yakkaçı. Yer datatta diyeti atoti oza atoti habe kadar başlıyor bu. Zagu balguş mu diye diyeti. Как могла подняться рука? Для чего и кому вообще понадобились эти камни? Многие уверены, вандалы не просто разрушают наследие предков, но и воруют камни с древними петроглифами, такими как солярные знаки и не только. Памятники они ошида болуже даже бяга лели агал ер. Ер лели иш хакячай ухандин згал. Ер ве адлз лелиги они музейный экспонат они ве хадян мехтиги они дук тейпаш хадян мехтиги жан ве лели ежо мехтиги лори ес хейжи без. Рядом с башенным комплексом находится охотничий домик Мурзабековых, которые каждый раз следят за достоянием своего тейпа. Однако стоило молодым людям пропасть на неделю, и башни были разграблены. Если бы это был обычный акт вандализма, то камни бросили бы, сломав арочный проем. Но кто-то спустил камни вниз, что сделать в горах очень сложно из-за их тяжести. يقيري وغز أمل داد حل ده حمل داد قيري وغز تكير خدق وغز دول حلقة خندا سير شيء قير خو زعمك ما يمثل قيري خندا وغز حنا دادش يدعي حقين داد سار يدتا رجدير يدتا شانيق خدق يرج. Успели ли увезти и спрятать часть камней, пока неизвестно. Ясно одно: памятники культуры уничтожаются, а значит, история под угрозой. Датировка у нас пока идет неоднозначная. В таких случаях мы берем все сведения всех историков, которые в различные периоды выдвигали свои версии по датировке данных памятников. И общая датировка для архитектурных комплексов Горной Ингушетии у нас предварительно идет, начиная именно на башне с 12 вплоть до 18 века. Конечно, у нас на территории Чарасского района есть и памятники, которым больше возраст. Это храмы, это захоронения, которые датируются довольно ранним периодом, чем сами башни. Оллам чимах жуосак галга малвар шималвар хавяне ягалю жуосак звейдей цар малак ахигат ти хуср ауж дионе цухан хылычхан хабя балхаж диер. О дадқида ер хабакыры социационове с хадыр
سوخات ناخا ديون سكيري ديالخ كيرا ديون يوقوز بالبيجبر يبالخاش سدش بقى ده بقول والله وقت يبور أخشى دلي يقشول قادلي غلاج ديون не غلاج يتش بقى. Это же история всего нашего народа. Это дома, получается, нашего народа. И очень тяжело осознавать, что люди, которые должны заботиться об этих башнях, ведь они охраняют все ЮНЕСКО, насколько мы знаем, что они в таком плачевном состоянии. Тяжело. Если им все равно, то нам не все равно. Будем сами как-то своими силами защищать. Но этих людей надо наказать. Человек, который совершил вот это акт вандализма, а может быть и не акт вандализма, а преступление. Преступление против вообще культуры. Если нет культуры, нет и нации, нет самой республики, считайте. То если такие памятники деревни, которые любоваться приходят с другого государства, приходят любоваться, платят такие деньги, чтобы прийти посмотреть. Занимающий 65 тысяч гектаров Джайраско-Асиновский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джайрасском районе Ингушетии, единственном горном районе республики. Здесь сосредоточено множество памятников истории и культуры. Но возникает вопрос, куда смотрели инспекторы? Происшествие, предположительно, было ночью. Ночью же мы здесь не будем сторожить, там дежурить, здесь сидеть. Как обычно, инспектор обходит в месяц раз, там 2 раза обходит. Именно там, допустим, Бейни, он должен был обойти 11 числа, осмотрел, ушел. Но вместо инспектора был я, так как у нас инспектор в отпуске. Осмотрел в среду, я осмотрел здесь при визуальном осмотре все было нормально. То есть в среду не было этих пропаж, да? Этих разрешений, этого следов вандализма не было в среду. За дело уже взялись правоохранительные органы, которые занимаются раскрытием преступления. Виновные понесут уголовную ответственность. Так или иначе, скрыться не получится. Местные жители говорят, ночью здесь бывает гробовая тишина, поэтому такой шум просто не могли не услышать. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.